Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, преподаватели, выпускники, учащиеся и родители. Сегодня мы собрались, чтобы отметить знаменательное событие – 60-летие со дня основания детской музыкальной школы имени Андрея Валькова в муниципе Камрад. 6 десятилетий – это целая эпоха, наполненная музыкой, вдохновением, творческим поиском, победами и достижениями. За эти годы школа стала не просто образовательным учреждением, а настоящим центром культуры, искусства и духовного развития, открывшим дорогу в мир музыки тысячам талантливых детей. Здесь звучали первые ноты будущих музыкантов, рождались мечты, раскрывались таланты, формировались характеры. Здесь любовь к искусству передавалась от сердца к сердцу, от педагога к ученику, от поколения к поколению. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков школы, кто своим трудом, преданностью делу и высоким профессионализмом создавал ее историю и укреплял ее добрую славу. 60 лет. Это богатое наследие, которым можно гордиться. Это уверенный шаг в будущее. И мы рады приветствовать всех тех, кто разделяет с нами этот праздничный день. Дорогие друзья, добро пожаловать на торжественное мероприятие, посвященное 60-летию детской музыкальной школы имени Андрея Валькова в муниципе Камрад. На сцену приглашается человек, благодаря которому школа живет, развивается, достигает новых творческих высот и уверенно смотрит в будущее. С большим удовольствием приглашаю на сцену директора музыкальной школы Дмитрия Тимофеева. Спасибо, спасибо. Очень рад всех видеть. Добрый день всем, друзья, коллеги, родители, дети. Замечательная атмосфера уже. Мы успели начать концерт, уже мне нравится. Полный зал, очень хорошо. Сегодня мы отмечаем 60 лет музыкальной школе. 60 лет. Я хотел бы подчеркнуть один момент, что у нас есть коллеги, которые работают более 50 лет и до сих пор работают в музыкальной школе. Они работают более 50, есть более 40 лет и так далее. Что хотел отметить. 60 лет непрерывной работы не было никогда в музыкальной школе, насколько я знаю, и сам помню, сам уже почти 20 лет работаю. Вот что какой-то паузы было, были сложности, но школа всегда действовала, всегда работала, всегда принимала детей, выпускала выпускников. И это, я считаю, благодаря хорошему первоначальному фундаменту, который выставили в самом начале. Это было 60 лет назад, в 1966 году. Вот. И благодаря хорошему фундаменту все пошло дальше и пришло к сегодняшнему дню. Вы сегодня увидите на сцене, что произошло за 60 лет. Немножко по цифрам, прям немного. Если 50 лет назад, 55 лет назад, там первые, вторые выпуски были в музыкальной школе, выпускников было где-то 10, может быть 12, в общем, в таком районе. Сегодня, в 2026 году, 50 ровно выпускников. И если продолжать в таком темпе, в таком духе, то к столетию, наверное, будет по 100 выпускников выпускаться. Как бы так получается. Я хочу поблагодарить весь коллектив, людей, которые целиком и полностью отдаются этой своей работе. Всю свою жизнь многие работают в музыкальной школе, потому что если бы не они, то они ведь выпустили одних выпускников. Эти выпускники стали потом коллегами, потом третье поколение коллег будем называть, четвертое поколение коллег и так далее. И все располагается в нашем населенном пункте, в Камраде, в Камрадском районе, будем говорить. И это развитие не может не радовать. Всем спасибо. Продолжаем наше мероприятие. Устраивайтесь поудобнее. Всем здоровья и добра.
Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Юбилей школы – это не только праздник музыки, творчества и вдохновения, но и прекрасная возможность выразить признательность тем, кто своим ежедневным трудом, талантом и преданностью профессии воспитывает новое поколение музыкантов. На сцену для поздравления приглашается начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семенова. Добрый день. Такое невероятное красивое начало, столько счастливых глаз и в зале, и на сцене. От всей души приветствую всех, кто собрался на этом красивом мероприятии. Добрый день, дорогие ребята, педагоги, ветераны. 60 лет много или мало, я даже не знаю, но это целая жизнь. Жизнь школы, жизнь дома, жизнь храма искусства. Сегодня мероприятие только началось, но мы имели возможность увидеть, сколько талантливых детей. И как сказал директор музыкальной школы, с каждым годом количество детей увеличивается. Естественно, за 60 лет были разные сложности на пути развития музыкальной школы. Было чуть легче, было чуть сложнее, но несмотря ни на что, школа живет, школа развивается, и уже одного актового зала школы, конечно, очень мало. И я рада, что юбилей школы уже настолько широко отмечается, что нужен целый зал Дома культуры, и даже мест всем не хватает. Это говорит о многом. Я искренне хочу поблагодарить педагогический состав. Многие из них, вот Татьяна Ивановна подсказывает, что многие из них, 80% педагогов, это сами выпускники этой же школы, которые сначала постигали азы музыкального искусства в этой школе, а сейчас они уже сами педагоги. Поэтому искренняя вам благодарность, уважаемые педагоги, за то, что вы, несмотря ни на что, вкладывайте в наших детей самое лучшее, учите их любить прекрасное, учите их любить культуру, учите их любить музыку, а это всегда воспитывает и облагораживает. Ребятам я хочу пожелать успехов, всех выпускников хочу поздравить, дай Бог, чтобы их было больше, а на следующий год я знаю, что их уже будет 59, и с каждым годом их все будет больше и больше. И пусть так оно и будет, и пусть наша школа живет, процветает и воспитывает подрастающее поколение, ведь это такая первая кузница робких, молодых, творческих кадров, которые потом... К счастью, многие из них остаются в сфере культуры, ну а кто еще уходит в какую-то другую профессию, все равно они умеют любить и понимать культуру, музыку и прекрасное. Ну и, конечно, сегодня не обошлось, сегодня же день рождения, конечно, нельзя обойтись без подарков, которые мы приготовили от Управления культуры, вот усилительная аппаратура и ряд дипломов. Первый диплом директору Дмитрию Валерьевичу, я вас хочу пригласить сюда. Это коллективу. Уважаемая Ирина Семеновна, разрешите зачитать дипломы, которые будут вручены следующим коллегам. За высокий уровень педагогического мастерства, многолетний созидательный труд, сохранение традиций музыкального образования, значительный вклад в воспитание и развитие творческого потенциала молодого поколения и по случаю 60-летия со дня основания публичного учреждения детской музыкальной школы имени Андрея Валькова в муниципе Камарат дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Ольга Георгиевна Терзия. Награждаемых просим остаться на сцене для последующего фото. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Василькова Влада Владимировна.
Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Саби Георгий Ильич. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Мавради Домна Ивановна. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Йовчу Софья Андреевна. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Янак Илья Сергеевич. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Щеголев Владимир Владимирович. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Калаянов Сергей Федорович. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Арнаут Николай Петрович. Общее фото, дорогие друзья. Наши дипломанты от Главного управления культуры Гагаузии. Марина Семеновна, просим вас остаться на сцене. Уважаемые педагоги, просим вас занять ваши места. Ну а мы продолжаем нашу церемонию награждения. За высокие результаты в успеваемости, активное участие в концертных, культурных и творческих мероприятиях школы, целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенствованию исполнительского мастерства, а также по случаю 60-летия со дня основания публичного учреждения детской музыкальной школы имени Андрея Валькова в муниципе Камрад. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Кыльчик Дарья. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Недялкова Анна. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Мырмыр Рима. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Кристев Дмитрий. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Колева Елисия. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Кочу Александр. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Меша Виктория. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Хаджи Кирилл. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Жиржир Влад.
Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Стойнов Сергей. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Карп Александр. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Станев Роман. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Ротарь Сергей. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Аладов Виталий. Дипломом Главного управления культуры Гагаузии награждается Франгу Василий. Дорогие наши дипломанты, общее фото. Ребята, желаем вам вдохновения, ярких выступлений, успехов в учебе, веры в свои силы и побед. Марина Семеновна, благодарим вас за церемонию награждения. Еще раз поздравляем наших учеников, наших дипломантов за первые дипломы от Главного управления культуры Гагаузии. За годы своей деятельности детская музыкальная школа воспитала множество талантливых выпускников, для которых музыка стала не только увлечением, но и важной частью жизни. Многие из них продолжили профессиональное образование, связали свою судьбу с искусством, стали преподавателями, исполнителями и достойно представляют традиции школы. Дорогие друзья, на нашей сцене ансамбль скрипачей младших классов, руководитель Метеогла Людмила Валерьевна, концертмейстер Йовчу Софья Андреевна. Медведовский, Гамма Джаз. На сцене Франгу Василий, класс преподавателя Стадова Ивана Ивановича. Смесено хоро Иван Стоянов.
Для приветственного слова на сцену приглашается заместитель примара муниципии Камрад Ирина Сергеевна Зеленская. Добрый день, уважаемые Андрей Вальков, уважаемые педагоги музыкальной школы, уважаемые родители и все присутствующие, кто сегодня в такой прекрасный день Святой Троицы пришел на такой замечательный концерт. Я сегодня здесь приветственным словом и передаю поздравления от примара нашего города Сергея Ильича Анастасова. Примария муниципия Камрад награждает детскую музыкальную школу имени Андрея Валькова, муниципия Камрад, в связи с празднованием 60-летнего юбилея школы за многолетний вклад в развитие культуры, эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение и продвижение музыкального искусства, а также высокий профессионализм педагогического коллектива. Выражаем искреннюю благодарность за преданность своему делу, творческий труд и достойное воспитание молодых талантов. Желаем дальнейшего процветания, новых творческих достижений, вдохновения и успешной реализации всех проектов. Спасибо огромное вам за труд, низкий поклон, вы настоящий оплот гагаузской культуры. Ну и, конечно же, мы тоже пришли с подарком и вручаем сегодня директору нашей замечательной музыкальной школы сертификат на 10 тысяч лей. Спасибо большое, Ирина Сергеевна. Ну а мы продолжаем наш концерт. На сцене младший оркестр народной музыки, руководитель Метеогла Иван Иванович. Лайзвор. Обработка Метеогла Иван. Авдарма Кадымчасы. Обработка Константин Рушика. Бадурия. Обработка Метеогла Иван.
Ваши аплодисменты. Младший оркестр народной музыки, руководитель Метеогла Иван. Дорогие друзья, на нашей сцене ансамбль скрипачей старших классов, руководитель Андрушой Любовь Ивановна, концертмейстер Йовчу Софья Андреевна, Алексей Экимян, шире круг. Ваши аплодисменты ансамбль скрипачей старших классов. Мы приглашаем на сцену младший хор, руководитель Хаджи Валентина Михайловна, концертмейстер Коренева Людмила Алексеевна. Произведение Хайсе Фим Феричиц. Музыка и слова Вержила Попеску. Меня
Ваши аплодисменты младшему хору, руководитель Хаджи Валентина Михайловна. Дорогие друзья, на нашей сцене старший оркестр народной музыки, руководитель Метеогла Иван. Бурными аплодисментами встречаем старший оркестр народной музыки. Произведение «Молдавская сюита», обработка Метеогла Иван. Солист, выпускник Александр Кочу. Кадынджа, аранжировка Метеоглу Иван.
Бора Цыганяская, обработка Метеогла Иван. На сцене ансамбль наистов, руководитель Кёся Илья, сюита Най, аранжировка Кёся Илья в сопровождении оркестра.
Ваши аплодисменты. Старший оркестр народной музыки, руководитель Метеогла Иван и ансамбль наистов, руководитель Тюся Илья. Дорогие друзья, история школы создавалась многими людьми, которые в разные годы возглавляли ее, бережно сохраняя традиции, развивая музыкальное образование и открывая дорогу юным талантам. Сегодня мы с особым уважением приглашаем на сцену одного из тех, кто внес значительный вклад в развитие музыкальной школы. Человека, чье имя занимает достойное место в ее истории. На сцену приглашается Люленов Иван Васильевич. Уважаемые друзья, очень приятно видеть полный зал. Я хочу спросить зал, кто нам сегодня такой праздник устроил? Наши дети, я думаю, мы все согласны. Я не собираюсь рассказывать историю школы, потому что вся история школы сегодня на сцене. Вы посмотрите, как дети, молодые, маленькие, вернее, которые приходят, ничего не понимают, куда они пришли. И посмотрите, какие у нас сегодня профессионалы. У нас есть свой Николай Бодгроз, у нас есть свои коллективы. Когда-то мы мечтали о таком коллективе, о таком уровне. Почему? Потому что попали не на самые хорошие времена. Был Советский Союз, специалисты приезжали в школу с разных концов Советского Союза. Даже с Карелии у нас были замечательные специалисты. Но развалился Союз, разбежались все по уголкам своим, и остались мы со своими национальными кадрами. То есть мы практически оказались у разбитого корыта. Вот потихоньку, по крупицам мы стали собирать. Конечно, нужно было создавать материальную базу. Поэтому я не устаю повторять, что без экономики, без материальной базы не существует культура, тем более музыка. Поэтому здесь присутствует Андрей Георгиевич. Я хочу лично от себя, потому что я бегал долгие годы за ним, поблагодарить его за те условия, в которых сегодня мы работаем. И вот смотрите, какое количество сегодня учащихся у нас. У нас 50 только выпускников. Мы когда-то мечтали о 50 наборе в первый класс. И из них 50% заканчивали музыкальную школу. Сегодня 50 только. Поэтому вот это вот количество, видите, дает какое качество. Какие у нас коллективы, хоровые коллективы, коллективы народных инструментов. Вы еще услышите много интересного. У нас появился, наконец, и духовой, с элементами даже симфонического, оркестр, в котором задействована чуть ли не половина школы. Дети с удовольствием ходят в эти коллективы, потому что коллективное музицирование – это не одноголосная такая игра гаммы или упражнений. Поэтому я от души рад, поздравляю наших педагогов, за которым стоит вот этот огромный труд, и, конечно, наших деток и родителей, которые приводят. У нас всегда много было талантливых детей. Поздравляю с этим праздником. 60 лет, ни много ни мало, но у нас есть педагоги. Николай Мартынович, например, хочу упомянуть. 58 лет он в школе работает. Династия Михайлюков, Нина Михайловна, тоже почти столько же. Ну и я после них тоже больше 50 лет. Ну и есть еще у нас аксакалы. Наталья Георгиевна, Татьяна Демьяновна. Есть и другие педагоги, которые работали и раньше, потом поменяли работу. Ну и рядом с такими опытными педагогами есть молодые уже, продвинутые, есть лауреаты международных конкурсов, дети, которых награждали практически большая часть из них лауреаты и республиканских, и международных конкурсов. Поэтому мы гордимся нашими детьми. Мы работаем, стараемся еще держаться, потому что они нас заряжают. С праздником всех, с праздником наших деток, с праздником родителей и наших педагогов. Спасибо. Дорогие друзья,
Спасибо, Иван Васильевич. На сцену приглашается меценат, неустанный помощник детской музыкальной школы муниципия Камрад Андрей Георгиевич Вальков. Добрый день, уважаемые присутствующие. Это действительно сегодня праздник. Праздник, который всем нравится нам, красивый. Я был последние 15 лет рядом со школой, но то, что я вижу сегодня, оно отличается от всего, что и было раньше. Очень сильно подготовились, и я скажу, что мне приятно смотреть, как растет ежегодно, из года в год профессионализм детей, которые выпускает школа. Просто на глазах видно изменения в лучшую сторону. Это действительно мы даем результат. Результат, если взять из того, что все школы образовательные, и Камрата, и Гагаузии, и Молдавии, наполовину сократилось учащихся, сокращается до сих пор, даже школа закрывается в селах. В музыкальной школе Камрат повышается постоянно количество обучающихся. Уже места нет, уже конкурсы есть. Это очень большой результат. И находясь здесь, я просто получаю удовольствие. Я хочу попросить Дмитрия, директора музыкальной школы, это человек, который последние годы руководит школой, и я замечаю, как получаются дела в хорошую сторону. Ну, одним словом, приятно смотреть на все, и на преподавателей, и на детей. И я рад за родителей, которые здесь сидят. Вы, наверное, радуетесь за своих детишек больше всех. Поэтому спасибо вам всем. А сейчас я бы хотел подарить школе большой плоский телевизор. Это мой подарок. И 25 тысяч лей дополнительно на приобретение инструментов, ну, на что посчитает нужно администрация школы, на то и потратит. Поэтому я дарю сертификат. Спасибо вам, долго говорить не буду. Мы все радуемся за то, что мы сейчас видим. Это действительно праздник, и я думаю, что все, кто сидит здесь, и кто будет смотреть нас на Фейсбуке и так далее, далеко находясь отсюда, от Камрата, от Молдавии. Спасибо. Люди, которые имеют какое-то отношение не только к школе, но и к городу, но и к Гагаузии, я уверен, что они будут радоваться этим видео, которые они будут смотреть по сегодняшнему концерту. Спасибо вам всем за присутствие. Кстати, немного забегаю вперед. Андрей Георгиевич, спасибо за поздравления. У нас в конце мероприятия будут выступать наши духовики, дети. Вот эти 25 тысяч лей как раз хватит нам на приобретение 40 складных стульев. Мы наметили большие гастроли. Вы уже наверняка видели, но это только начало. Спасибо. Дорогие друзья, настоящее искусство живет там, где сохраняются традиции и рождаются новые таланты, где опыт старшего поколения становится вдохновением для молодых исполнителей. Сегодняшняя сцена объединяет тех, кто достойно служит музыке, и тех, кто только начинает свой творческий путь.
Свое мастерство и талант дарят вам педагоги и учащиеся детской музыкальной школы муниципия Камрад. Это яркое подтверждение преемственности поколений, единства традиций и непрерывного развития музыкального искусства. Здесь встречается опыт и молодость, профессиональное мастерство и искреннее вдохновение, уважение к культурному наследию и стремление к новым творческим вершинам. Музыка не знает границ возраста. Она объединяет сердца, передает ценности, сохраняет память поколений, открывает дорогу в будущее. И сегодня на этой сцене мы становимся свидетелями живого диалога поколений, где каждая нота наполнена уважением к традициям и верой в талант молодого поколения. От себя хочу добавить, что в оркестре заслуженного коллектива Республики Молдова ансамбля «Дюзова» работают практически все выпускники детской музыкальной школы имени Андрея Валькова муниципия Камрад. Встречайте бурными аплодисментами «Дюзова», руководитель, заслуженный работник культуры Гагаузии, маэстро Энарта Республики Молдова Татьяна Щеголева. Кадынджа, гагаузский народный танец, аранжировка Валерий Тимофей, исполняют Хаджи Кирилл, Станев Роман, Собор Иван и Ротарь Сергей. Ваши аплодисменты. Болгарское хоро. Аранжировка Саби Григорий. Исполняет Сергей Стойнов.
Елен. Музыка Нетка Царев. Аранжировка Илья Драганов. Исполняет выпускник Кристев Дмитрий и ученик 4 класса Жир-Жир Влад. Сырба дела яблоны Бреулецу. Выступает ансамбль наистов, руководитель Кёся Илья.
Азербайджанская мелодия. Выступает сводный ансамбль скрипачей. Руководители Андрушой Любовь Ивановна и Метеогла Людмила Валерьевна. Лелице Иоанне. Молдавская народная песня, обработка Николай Арноут. Исполняет ученик 6 класса Кажакару Иван.
Болгарская сюита. Аранжировка Евгению Симбели. Соло аккордеона Горелка Максим.
Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, для поздравления на сцену приглашается директор детской музыкальной школы муниципалитета Чидерлунга Ольга Демьяновна Шаламак. Добрый день, уважаемые гости, педагоги, родители, ученики. Сегодня очень приятно находиться в таком прекрасном зале, в такой уютной атмосфере, среди таких профессионалов. Уважаемый Дмитрий Валерьевич, от лица детской музыкальной школы муниципии Чидерлунга и всех педагогов, в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас за сотрудничество, за помощь, за поддержку и пожелать вам творческих успехов, также сиять, благодарных учеников, здоровья и мира всем нам. А от нас на расходы вам от магазина Про Аудио в Кишиневе сертификат. Спасибо большое. Дмитрий Валерьевич, в честь юбилея примите еще на поздравление директора детской музыкальной школы города Вулканешты Марии Ильиничны Черневой. Мария Ильинична, просим вас на сцену. Огромная радость наполняет сердце, видя этот зал, эту сцену, и особенно детскую музыкальную школу города Камрата. Одна из самых и красивых, и очень одаренных детей, и наполненных. Все наши детские музыкальные школы хороши по-своему, и каждый имеет свое предназначение. Но всегда, видя такое количество детей в этой детской музыкальной школе, радуется душа, что для таких детей талантливых имеются такие талантливые преподаватели, которые учат и воспитывают понимать музыку прекрасные, отдают все свои силы и знания, и свое вдохновение для этих детей. Ребята, дорогие ученики, я вам хочу сказать, что вы самые счастливые дети, потому что вы живете здесь и учитесь именно в этой школе, и именно у этих преподавателей, у которых горит душа за вас, за ваши таланты, они их умножают и совершенствуют. Цените, ни одна школа у нас в Гагаузии не имеет такую возможность играть с профессиональным оркестром и солировать. Цените это время. Всем уважаемым моим коллегам, преподавателям, лично Дмитрию Валерьевичу и всем, которые Люлянову Ивану Георгиевичу Васильевичу, те, которые вложили очень много и своих знаний, и сердца, и души, и всех своих сил, чтобы эта школа процветала. И всем коллегам моим детской музыкальной школы города Вулканешты желаю крепкого здоровья, новых успехов, новых свершений, не бояться ничего, идти вперед и радовать этот город и всех нас. Всех поздравляю с юбилеем. От школы небольшой подарок, там написано все. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в детской музыкальной школе обучаются 350 учащихся, юных талантов, для которых музыка становится важной частью жизни. Здесь каждый ребенок открывает для себя мир искусства, развивает свои способности и делает первые шаги на пути к творческому самовыражению. А когда талант встречается с трудом, опытом и вдохновением, рождается настоящее музыкальное единство. Продолжая славные традиции школы, свое творчество дарит инструментальный ансамбль «Акцент» под руководством Радова Рината Ивановича. Для вас будет исполнено две композиции: «Smells Like Teen Spirit», музыка Курта Кобейна, аранжировка Ринат Радов, и «Графско Хоро»,
Музыка Пьетю Костадинов, аранжировка Ренат Радов. Соло на гайте будет исполнять выпускник Дмитрий Кристев.
Инструментальный ансамбль «Акцент». Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, учащиеся детской музыкальной школы активно покоряют творческие вершины, достойно представляя свое учебное заведение на конкурсах различного уровня. Это от городских и региональных до республиканских и международных. За каждым дипломом, званием лауреата и призовым местом стоят ежедневный труд, настойчивость, вдохновение, поддержка педагогов и искренняя любовь к искусству. Но путь юного музыканта – это не только индивидуальные достижения и конкурсные выступления. Это еще и умение слышать друг друга, работать в ансамбле, чувствовать единство музыкального звучания, где каждый исполнитель становится частью большого творческого организма. Именно в коллективном музицировании раскрывается особая сила искусства, способность объединять таланты, характеры, эмоции и поколения. Ярким примером такого творческого единства является эстрадно-духовой оркестр Infinity. Это коллектив, в котором энергия молодости встречается с исполнительским мастерством, а традиции духовой музыки обретает современное, яркое и насыщенное звучание. Каждый выход оркестра на сцену – это праздник музыки, живой эмоции, динамики, артистизма и неповторимая атмосфера настоящего музыкального действия. Ну а сейчас я приглашаю на сцену директора музыкальной школы Дмитрия Валерьевича Тимофеева. Спасибо. Пока ребята готовятся, там очень много их, вы увидите чуть позже, когда откроются кулисы. Немного расскажу об этом коллективе. Коллектив совсем молодой у нас. Молодцы наши энтузиасты, педагоги, которые мы хотим открыть духовой симфонический оркестр детский. Хорошо. Для этого нужно такой-то, такой-то инструмент, все перечислили, пока не перечислили, список сделали на перспективу в дальнейшем. Случайный звонок из Светлого. Вам не нужны музыкальные инструменты? Звонит человек неизвестный. Я говорю, а что там у вас? Сфотографируйте. Фотографию отправляет, а там комплект из 10 духовых английских инструментов. В общем, хорошие духовые инструменты, 10 штук, комплект. Показываю коллегам, что-то из этого надо? В ответ, все надо. Хорошо, раз все надо, поехал. Человек нам передал, с баланса до баланса, все. В общем, и первоначальная база для того, что сейчас вы услышите, увидите, появилась в этом сезоне. Вот. И после этого что? Нужно было уже создавать репертуар. С 10 минутами мы не можем выезжать везде, 10 минут играть и возвращаться. В общем, наш Николай Степанович Станев собрал программу на 30 минут. Вот. И сейчас вы это услышите, что из этого энтузиазма получилось. Встречаем эстрадно-духовой оркестр Infinity. И название, кстати, недавно придумали. Infinity. Дорогие друзья, на сцене эстрадно-духовой оркестр Infinity. Ваши аплодисменты.
Эстрадно-духовой оркестр «Инфинити», художественные руководители Николай Станев и Михаил Мишиогла. Дорогие друзья, подошел к завершению наш праздничный концерт, посвященный 60-летию детской музыкальной школы имени Андрея Валькова «Муниципий Камрад». 6 десятилетий школа бережно хранит традиции, воспитывает юные таланты, открывает новые имена, наполняет мир красотой музыки. Пусть впереди школу ждут новые творческие достижения, яркие победы, талантливые ученики, вдохновленные педагоги и еще многие-многие годы успешного развития. Благодарим всех, кто сегодня разделил вместе с нами этот знаменательный день. Гостей, педагогов, учащихся, выпускников, родителей и друзей школы. Минуточку вашего внимания. Извиняюсь. Хочу пригласить Дмитрия Федоровича на сцену. Мы давно его не видели, но за последние пару дней видимся каждый день. Я очень рад. Аплодисменты, наш композитор, известный. Дмитрий Федорович Гагауз. Я давно, Иван Васильевич меня приглашает, и я наконец нашел возможность приехать. Я очень счастлив, что нахожусь и пребываю в таком радостном состоянии и разделяю эту большую радость с вами, дорогие коллеги, музыканты и присутствующие. Ну что я могу сказать? Поскольку я родился в Камрате, вот, и в судьбе было угодно, видимо, так распорядиться, что я слишком рано родился, а школа слишком поздно открылась. И поэтому я, к сожалению, не получил ту базовую основу, фундаментальную для становления музыканта. Это пришлось оттянуть на некоторое время позже. Я ее закончил таки, музыкальный гонец. Но я счастлив тем, что, ну, если так можно выразиться, грубовато руку приложил, да, как бы. Вот. Но это касается, значит, я горжусь этим, что у меня воспитывались такие талантливые и одаренные руководители, как Иван Васильевич Юленов, Татьяна Ивановна Щеголева, Михайлюк Нина Михайловна. Ну, я не буду здесь перечислять, очень много времени отнимет, потому что многие, которые, значит, здесь мы имели удовольствие послушать, это многие мои ученики, я ими тоже очень горжусь. Я извиняюсь, что я не смогу назвать их имена, поскольку кое-что и забыл, но я с большим, значит, уважением отношусь к ним. Поэтому я поздравляю, и здесь вот у меня не буду секретничать. Я как музыковед, и как теоретик, и как преподаватель сольфеджио, гармонии и так далее, дарю музыкальной школе ряд сборников, причем это на основе, значит, материала народов не только молдаван, не только Молдавии, не только гагаузов, вот, но и остальных, то есть, которые воспитывают, кроме того, что воспитывают слух, воспитывают еще уважение и любовь к мелодии, к музыке других народов. Я считаю, что это очень важная вещь при воспитании музыкантов, уже начиная с музыкальной школы. И плюс мои несколько работ, я надеюсь, они прозвучат здесь вашим хором. Вот, в том числе здесь есть 4 прелюдии для хора русского композитора, это мои аранжировки. 4 прелюдии. Скрябин обычно не писал хоровую музыку, но я вот решил соригинальничать и
взять из его 24 прелюдий для фортепиано 4 прелюдии, которые настолько они вокальны и в хоровом аспекте таком. И вот, значит, надеюсь, они будут тоже звучать вашим замечательным хором. Мои поздравления, Дмитрий, успеха, больших творческих удач. Я очень получил огромное удовольствие от выступления ребят. Это просто, я говорю, настолько такое разнообразие, настолько это все талантливо сделано. Мои поздравления еще раз очень желаю. Ну что, спасибо за внимание. На этом наш концерт подошел к концу. Через год ровно на этой сцене, не юбилей, но мы каждый год проводим отчетный концерт. Так что до новых встреч. Всем здоровья и добра.